День, уважаемые коллеги, уважаемые участники Олимпиады. Сегодня мы с вами обсудим, как прошла Олимпиада по биологии, какие трудности, какие задания. Кто-то будет слушать, кто-то потом, может, записи посмотрит, кто-то будет задавать вопросы в чате, пожалуйста. Что бы мне хотелось сказать по организационному моменту. Мы плохо, конечно, друг друга не видим, то ли кто-то есть, кто-то есть. Я вам хочу представиться. Я Акулова Любовь Ивановна, председатель жюри по биологии. И рядышком со мной сидит Репина Екатерина Николаевна. Она считается самым у меня. И, конечно, у нас была достаточно большая группа по проверке заданий практического тура. У нас, потому что, как уже и достаточно давно, 9 станций практического тура. В этом году произошли изменения. Конечно, я бы сказала изменения, но несколько даже не в лучшую сторону. Если мы раньше, в те года, заранее получали задания, могли их нормально посмотреть, с ними познакомиться, особенно задания практического тура, то в этом году нас поставили в такие рамки, что задания приходили, задания теоретического тура мы узнали только за полчаса, только, слава богу, успели раздать. И практический тур тоже нам принесли за полчаса до начала практического тура. Естественно, это вызывает сложности. Я думаю, может, это связано с тем, чтобы не происходило утечки информации, хотя наше жюри достаточно такое принципиальное, мы никогда никому не говорим. Хотя люди и спрашивают, мы даже не знали толком, какие будут станции, потому что пришло перечень оборудования, и там совсем другие станции. Конечно, нам это сложность. Следующая сложность. В этом году, сколько лет мы проводим, не было такого, что были ошибки в матрице. Матрицы как теоретического тура, а уж про практический тур в этот раз несколько раз нам Москва пересылала, перепроверяла. Так что вот такие сложности. Мы с ними, надеюсь, справились. Мы все, конечно, проверили. Вы, я думаю, смотрите. Несколько слов о теоретическом туре. Теоретический тур был 9 класс и был 10-11 класс. Это совместный. С каждым годом хотелось бы отметить, что становится все больше и больше рисунков. Больше рисунков, больше схем. Это конечно, здесь увеличенное все-таки. А когда смотришь распечатанные, конечно, картинки не очень-то четкие. И, естественно, трудности бывают. Теоретический тур, он у 9 класса был построен из 3 заданий. 30 заданий с одним выбором ответа. Часть вторая, можно было набрать 65 баллов, по 2,5 балла за каждое тестовое. И нужно было заполнить такую таблицу с множественными вариантами ответа. Тоже обратите внимание, что достаточно большое количество рисунков. И третье задание, здесь показано всякие и примеры цветов, и примеры растений, посмотрите. И третье задание, этих 25 вопросов, даже 26. И здесь уже третье задание, это нужно было установление соответствия. Можно было набрать 21 балл, нужно было заполнить матрицы, такие матрицы. И еще раз говорю, очень сложновато школьникам смотреть на рисунки. Это то, что касается... Так, это сюда закрываем, да? Это мы закроем и посмотрим с вами
Сейчас. 10 и 11. Он построен точно по такому принципу, только количество заданий было увеличено. Ну и рисунки, вот так я немножко не буду заострять внимание на теоретическом туре, а мы все-таки остановимся больше времени на практическом туре. Как я уже сказала, практический тур состоял из 9 станций. 3 станции 9, 10, 3 и 11. Ну и начнем с ботаники. 9 класс. Это задание практического тура. Называлось это «Морфологическое описание и систематическое положение растений». Но обратили внимание, что с каждым годом все больше и больше упор делается на систематику. Каждая практическая станция можно было набрать максимально 20 баллов. Обратите внимание, баллы уже ставим не мы. Эти баллы предлагает Москва. Вот жизненная форма, если правильно, ставится 1 балл. Здесь на станции у нас находилось, какие были растения взяты. Взяты были лапчатка гусиная, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, вороний глаз, зверобой пятнистый, лютик едкий, пастушья сумка. Так, ну и потом повторяется, да? Что можно сказать по жизненной форме растений? Вот как здесь показывает, что с этой станцией, вот с этим заданием справились достаточно мало. Всего лишь раз, два, три, 4, 6 человек. То есть нужно было указать жизненную форму растений, указать автора системы, по которой эта жизненная форма. Затем посмотрите очень интересный вопрос: тип подземного метаморфизированного побега, если есть. Тоже 1 балл должно было ставиться. Ну и потом должны были зарисовать схему подземных органов, подписать следующие структуры, если в случае. И вот за это можно было получить 4 балла. Теперь посмотрите на внимание. Проверяется только корректность обозначенных структур на схеме. За каждую правильно нарисованную и обозначенную структуру, а в случае наличия 1 балл, а за отсутствие на рисунке 1 балл. Если структура только названа, но не нарисована, 0 баллов. Ну и потом тип листа расположения, структура листа, формула листа. То есть везде указаны баллы. То есть мы не придумываем ничего. Здесь нам присылает Москва. Как у нас по морфологии? Я, конечно, немножко так. Как дала оценку этой станции? Были приготовлены определители растений Республики Коми, были лупы и бинокуляры. Так, жизненные формы растений. Пытались, конечно, на задание дать автора систематики. Были разные попытки, разные систематики. Лишь только 6 участников из 22 дали полные ответы на эту часть. Так, структура подземных органов. Не все определили тип подземного метаморфизированного побега. В схемах идут ошибки. 50% только правильно определили тип листорасположения. Путают прикорневую розетку и очередное расположение. Прикорневая розетка – это у лапчатки, очередное расположение у клевера. Ну и, конечно же, новое в этом задании – это распределение элементов цветка гомологичных листу. Так,
аналогичных листу по группам и зарисовкам по одному примеру из разных групп, указав их название. Достаточно сложное показалось школьникам, 50% даже не приступали. Это то, что касается вот станции морфологическое описание. Следующая станция – зоология. Это зоология беспозвоночных. Тоже каждое задание уже свои баллы. Были даны, ой, господи, по-моему, дождевой червь. И были даны насекомые для препарирования. Обратите внимание, это первый раз, когда нужно было школьникам препарировать ротовые аппараты насекомого. Здесь Ольга Александровна Газизова, она дала очень краткую, то есть подробную, кто как выполнил. Ну, я думаю, что вот там вы смотрели, потому что лучше всех выполнил препарирование школьник со шрифтом 0907 и 0915. Ну, а еще 0908. Этапы выполнены верно, умеет пользоваться лабораторными инструментами. И вот у этого школьника был очень хороший препарат, отпрепарированы все части ротового аппарата, а ротовой аппарат был грызущего типа, были разложены по порядку, ну и, конечно, этот школьник и получил достаточно высокую оценку 4 балла. Ну а в основном, конечно, по 1 баллу за это задание. Следующее, ну вот такие препараты, может, как правильно препарировать, все это было. Ну и потом, конечно, зарисовка. Зарисовать строение ротового аппарата, подписать название каждой части ротового аппарата, опять же определить систематическую принадлежность, обязательно написать тип симметрии, строение и состав покровов тела. Здесь, по-моему, дождевой червь был, органы газообмена, передвижение. То есть за каждое задание имеет свой балл. Третья станция, она называлась «В оборудовании человек», но эта станция называется потом «Биология человека». Была дана вот такая фотография. Это метафазная хромосома. Должны были написать и заполнить таблицу, вот такой в конце, вот такая дается матрица ответов, что метод получения микрофотографии пишут микроскопирование. Но извините, есть световой микроскоп, есть электронный микроскоп, есть электрический микроскоп. И здесь должны были написать электронный микроскоп. Название или хромосома, или метафазная хромосома. Затем даны задания по гистологии. По гистологии у нас было 7 рабочих мест. В основном мы давали ткани, это соединительные, ну, это школьные препараты. Как оценивать? Название ткани 2 балла и обоснование ответа. Конечно, пишут соединительная ткань, но извините, соединительная ткань это слишком объемно, правда ведь? Есть ведь плотная соединительная, есть кровь. Мы давали кровь лягушки. И когда школьники пишут, что это двояко вогнутые, когда там прекрасно указано, прекрасно можно увидеть ядро, это о чем можно говорить. Так, очень, конечно, сложно показалось. Да не сложно, конечно. Вот были
даны рисунки двух суставов. Это коленный сустав и плечевой сустав. Должны были названия. Очень обидно за одного школьника, который правильно написал коленный сустав, зачеркнул. Или плечевой тоже зачеркнули. То есть, получается, школьники в себе не уверены. Потом вот нужно было из этих набора мышц выбрать те мышцы, которые принимают участие в работе этих суставов. Ну что, вот здесь 0,25, название по 1 баллу, здесь по 0,5, и вот здесь плюс или минус 0,25. То есть ничего мы не выдумывали. Я уж старалась четко и крупно писать, чтобы было видно по сканированию. Затем ботаника. Ну, она напоминает прошлогодние задания. Так, 10 класс. То есть, да, была дана, брали лист хвойного дерева, то есть что? Фаинку. Нужно было сделать поперечный срез объекта, соблюдая правильную методику приготовления среза, соблюдая технику работы с микроскопом. Нужно потом окрасить. Здесь как ход работы, все написано. Самое главное, нужно просто было читать. И потом уже было подписать. По каким признакам вы определили лист там, и органы, опять же, гомологичным структурам обозначенным. Ну, как пишет преподаватель, который сидел на этой станции, наивысший балл 18 баллов из 20, минимальный 2 балла. Все успешно справились с практической частью, то есть подготовкой поперечного среза фаинки сосны. Максимальный балл – это 3 балла. Однако по теоретической части рисунок с обозначением, вот этот рисунок, справились в среднем на удовлетворительно. Нет ни одного школьника, который бы сделал правильно все обозначения к рисунку. На дополнительный теоретически достаточно легкий вопрос о определении положения морфологических частей стороны листа правильно ответило 40%. Определить по рисунку вид растения из списка голосеменных древесных растений смог лишь 1 человек. Третий вопрос о гомологичных органах растений оказался самым сложным. Мне кажется, самым сложным все-таки... Так, мы дойдем, да, до зоологии. Зоология позвоночных, она в принципе была почти такой же, как и в прошлом году. Олег, то есть Эдуард Иванович, он очень там проставлял везде баллы, очень лояльно относился, потому что он первый раз принимает участие в оценке это самое. Обычно, знаете, он обратил внимание, что большинство участников пишут значение в природе и для человека. Ну что это значение в природе или для человека изготовления чучел? Разве это значение для человека? То есть вот тут он несколько снижал просто-напросто. Ну как, здесь вы опять же должны зубную формулу, опять же отряд. Ну, то есть, в принципе, сложности не вызывало. Сложность у школьников, да и у нас, вызвала следующая станция. Это станция биология человека. Потому что, как вот здесь пишет преподаватель, да, где у нас?
Содержание заданий по сравнению с прошлыми годами кардинально поменялось. Были предложены задания по анатомическому и гистологическому исследованию. Вот тут столько нужно было читать. Потом, вот матрица ответов. Гистологические органы брались не препараты. Москва присылала цветные фотографии, и по этим фотографиям они должны были назвать ткань, обосновать выбор, расположение, давался орган, где эта ткань в этом органе располагается. Затем физиологическая регуляция работы органов. Тоже у школьников выбор, да? Да. Трудности. Не помню, Катерина Николаевна. Трудности вот в местной регуляции. То есть они путали, собственно, из тех предложенных цветных фото, не могли четкий дать ответ по регуляции, в частности, саморегуляции того или иного органа. Если с внешней регуляцией, видимо, даже учителя в школах как-то это озвучивают, проговаривают и смотрят, говорят об этом, о нервной, я имею в виду регуляции эндокринной, то есть через, соответственно, нервный импульс или биологически активные вещества, в частности гормоны, то вот о местной регуляции здесь у ребят возникли большие трудности. А самое главное, трудности возникли у жюри при оценивании результатов работ участников. То есть вот так еще вот возможность трансплантации органа нужно. Очень много пришлось, да? Требовало. Ну, какие рисунки, так, вот рисунки какие были даны. Вот рисунки вот такие. Это хрящевая ткань, это костная ткань, это поперечно-полосатая, это многослойные ороговевающие эпители и это, по-моему, однослойные эпители почек. Вот такие были предложены рисунки. Ну, в принципе, конечно, Ольга Васильевна, она старалась как-то тоже подойти очень лояльно. Я чувствую, нам Москва сделает опять замечание, как в этом году собирали всех в Москве, сделали замечание, что на местах добавляют, но хочется вроде бы как-то добавить, так ведь? То есть вот задание номер 3 и номер 4, сейчас мы откроем, да? Еще разочек. Как пишет, вот, физиологическая регуляция работы органов и возможность трансплантации вызвала от участников, таких, то есть тут уже требовались знания, глубокие знания физиологии, тем более знания процесса внутренней саморегуляции активности органа, регуляции органа другими регуляторными системами. Ну, то есть не очень, конечно, но как получилось. Естественно, если бы Москва прислала бы пораньше задание, правда, можно было бы как-то по-другому, но мы не имеем права ничего другого менять. Ну и переходим к 11 классу, и мы начинаем по биохимию. Уважаемые участники, учителя, участников Олимпиады, мне представилась возможность быть председателем на секции «Лаборатория биохимии» для школьников 11 класса. Ну и, наверное, напомню, что участие приняло 21 человек. В практическом туре по лаборатории биохимии было предложено ребятам выполнить 9 заданий, из которых, я бы сказала, даже 4, а то и 5 заданий, они вытекают одно из другого. Самое основное было, это, конечно же, идентификация углеводов. В прошлом году также
необходимо было идентифицировать зашифрованные вещества. Поэтому в этом году ребята должны были хотя бы подготовиться, наверное, уже к использованию, правильному использованию техники, использования лабораторного оборудования. Я имею в виду по набору, обычно банально набору вещества или раствора в стеклянную пипетку. Практически у, наверное, более 80% ребят возникли сложности для того, чтобы вот набрать соответствующее количество раствора в стеклянную пипетку. Ну, тут уж я не знаю, кого винить. Или мы не предоставили, не имели возможность представить автоматические пипетки, да, но должны, наверное, школьники уметь пользоваться всем оборудованием, в том числе и набор стеклянной пипеткой. Так, что показал результат данной станции? Из 21 участника более 80% все-таки провели качественные реакции по идентификации углеводов, но продемонстрировали разный уровень практических навыков, еще раз уточню, в работе в лабораторном оборудовании. А около половины участников благополучно справились с данным заданием, верно определив зашифрованные пробирки с углеводами. В ходе работы по идентификации углеводов были выявлены следующие трудности или ошибки. Ну, во-первых, это отсутствие знаний по выявлению таких распространенных углеводов, как глюкоза, сахароза и крахмала, качественными реакциями. Я имею в виду это раствор люголя, это щелочь, сульфат меди. В частности, в первом задании, как вы видите на слайде, на вопрос, какое вещество выпадает в осадок, ответы школьников были либо гидроксид меди, купрум OH, писали формулы, либо оксид меди 2. Эталонный ответ должен был быть купрум 2О. На вопрос в результате 2, обращаем внимание, да, задание 2, в результате какой реакции оно образуется, отвечали либо только началом реакции, при этом результат, я имею в виду вторая часть реакции, у них была опущена, они ничего не написали, забывали просто представить либо полученные все вещества вот в правой части реакции, такие как, например, воду могли забыть, ну и, соответственно, там в коэффициентах были ошибки. Эталонный ответ необходимо было написать полную реакцию либо в виде названий веществ, или продемонстрировав химическими формулами вещества в одном из 4 предложенных по эталону вариантов. Максимальный здесь балл был 3. В задании третьем, какой из углеводов находится в пробирке, отвечали, перебирая, конечно же, все названия из 3 предложенных углеводов. Правильный ответ был глюкоза. И максимальное количество баллов здесь был 1. Да, третье задание, 1 балл, да. Вот в 4 задании на вопрос, какой из углеводов реагирует с раствором люголя и как при этом изменяется окраска раствора, отвечали либо просто назвав это вещество, крахмал, правильно, но не указав, какая окраска раствора при этом получается. Вот эталонный ответ все-таки был, нужно было назвать и дать название вещества и окрашивание. Плюс ко всему еще добавлялась пометка об окраске остальных пробирок. Там был желтый цвет. Ни один из участников, я хочу сказать, не дал вот того полного ответа, который требовалось. Но максимум баллов это был 1. В задании 5, как вот мы видим, да, уже вытекает из последующих, здесь необходимо было заполнить участниками Олимпиады, либо здесь наличие, да, реакции сульфата меди, зашифрованного вещества в пробирках А, Б, С, соответственно, и что получается с реакцией с раствором люголя. Ну и, соответственно, назвать, какой же это углевод в пробирке. Ребята либо отвечали верно по наличию или отсутствию реакции в зашифрованной пробирке, но не давали правильно название углевода зашифрованного, либо наоборот, углевод они каким-то образом определили верно,
а вот реакции с сульфатом меди с раствором люголя нет. Но поскольку здесь максимум баллов было 3, поэтому мы тоже так все учитывали. Если уж углевод они неверно назвали, но реакцию по окраске верно, то плюсовали по 0,5 балла. Потому что ребята все-таки выполняли, делали руками что-то. За задание дано около 50% участников, вот поэтому они не получили максимальное количество баллов. В задании номер 6. Какие продукты гидролиза крахмала альфа-амилазы могут принимать участие в реакции с сульфатом меди? Практически все дали ответ на данный вопрос, но не полный. Чаще это ответ был глюкоза. Эталонный ответ отмечалось лишь у единиц, это 10-15% у обучающихся, должен быть глюкоза и мальтоза. Причем за каждый правильный ответ было начисление по 0,5 баллов, максимум 1 балл. Ну и теперь к самому интересному и наиболее трудному мы переходим к заданиям 7 и 8. У ребят здесь каких-то даже смелости не хватило и начинать читать эти задания и выполнять соответственно, но и были смельчаки, конечно, их было в меньшинстве. В задании номер 7 необходимо было рассчитать молекулярные массы и внести результаты в таблицу по глюкозе, мальтозе и остатку глюкозы в составе крахмаля. Да. И при этом, как вы видите выше, даны еще и атомные массы некоторых элементов. То есть ничего не нужно было вспоминать, просто посмотреть и просчитать. Молекулярная масса в эталонном ответе у глюкозы должна была равняться 180, но основная масса ребят ответили верно. Не забываем 180, откуда оно взялось. То есть нужно знать формулу глюкозы. Это 12 мы умножаем на 6, да, 12 углерода, затем водорода складываем 12, ну и соответственно кислорода считаем в формуле сколько, получается 6 и умножаем на атомную массу. В общем, нужно знать формулы. Да. Мальтоза также нужно знать, что она состоит из 2 остатков глюкозы и при соединении которых отщепляется вода. Соответственно, нужно было только вычесть вот эту 180, да, мы умножаем на 2 и минусуем 18, то есть малярную массу воды. Ну и так как в результате полимеризации теряется одна молекула воды на присоединенный остаток, масса остатка глюкозы в крахмале представлена была как 180 минус 18 и ответ эталонный 162. За каждый правильный ответ было начисление по 0,5 баллов. Таким образом, верно определили массу глюкозы примерно 60% участников, мальтозу, соответственно, 40%, остатка глюкозы в составе крахмала всего 20% школьников. Лишь 10% участников верно заполнили таблицу, набрав максимальное количество баллов, то есть 1,5 балла. Ну и задание 8-9. Это задача на определение, соответственно, малярного отношения глюкоза, мальтоза в полученном гидролизате и весовое отношение глюкозы, мальтоза в полученном гидролизате. Ну вот здесь за каждое задание, задачу в 8 было у нас 5 баллов, по-моему, максимально, да. А за 9 2,5. Но здесь оценивание необходимо было производить только если есть наличие расчетов. Поэтому у кого-то даже верно было ответ, это 1 к 1 первое, да, глюкоза, мальтоза и 1 к 1,9 весовое отношение малярных масс глюкозы, мальтозы. Но поскольку не было решения, поэтому мы баллы не насчитывали. Но потому здесь что не было. Конечно, все, мы не имеем права, да, если согласно этому, да, требованиям. Но и что еще по этим задачам хотелось бы прямо без расчета задания да. не оценивается. И даже в самом задании, то есть ребята это знали и читали, я всех призывала очень внимательно читать задачи. Так, ну и по задачам еще
здесь какие нюансы возникли. Ну, тут, в принципе, все исходит из тех данных, которые представлены были выше, это перед заданием 6, само задание это было. Здесь нужно было только воспользоваться ответами из задания 7. Какие-то из ребят даже попытались сделать ход работы, но в виде написания химических формул. То есть они не довели до конца, до верного, я имею в виду, ответа. Ну, вот возникли здесь нюансы. Если какие-то вопросы будут вот по этим задачам, можете вы нам в чате написать. И еще раз я это обговорю, вот какой должен быть эталонный ответ. Мгм. Ну все, вот по данной станции. Так, следующая станция ботаника. Так, в оборудовании у нас ботаника, а на самом деле это физиология и морфология растений. Несколько раз Москва пересылала разные ответы. Это вообще что-то. Требования к ответам, да, и Да, сами требования, баллы сами менялись. баллы, все это менялось. Все это, конечно, ну, были данные оборудование, плоды. Мы брали яблоко, а его не брали. Затем мы брали гранат, делали вытяжку из моркови, чай зеленый. Там, то есть нужно было приготовить обязательно продольный срез плода яблони, ладно, правильно, да? Центральную часть. То есть были использовать одну половину для эксперимента. Затем с помощью терки должны были натирать там чего-то. И потом вот должны вот здесь сделать были рисунок второй половинки плода. И должны были подписать. Соотнести, Да, да? соотнести. Вот здесь должен быть половина плода. Должны были там То есть, что явилось что результатом? образовывалось, если, например, лепесток, что из него, где находятся рыльцы, то есть должны были показать, где находится, вот, например, чашелистик, вот он, да, находится. Вот здесь он находится лепесток, здесь находится вот рыльцы, потом вот вон там, да, здесь находятся тычинки, столбик находится вот здесь, а некоторые школьники вообще показали столбик на черешок яблони. Да. Яблоко это вообще чего-то. Должны были показать так, гипантий. Правильно, не знаю правильно, как это. Вот он гипантий вот здесь. И из гипантии образуется, как правильно сказать, само яблоко, да, вот. Из семязачатка образуются зернышки. Эндокард, вот как раз вот он эндокард в центре. И, по-моему, из него образуются такие семенная, что-то такое, да. И цветоложи, вот цветоложи. И как раз из него образуется вот этот черешок. Да. То есть должны вот здесь за это задание были набрать 7 баллов, по 0,5 баллу за каждый правильный указатель, а всего должно было быть 14 указателей. Следующее затем задание. Вот вторичные метаболиты. Важное место занимают фенольные метаболиты. И должны были 6 пробирок. В каждой пробирке свой номер. Так. И самое главное, что будьте внимательны, если вы ошибаетесь, приливая там, вам новые пробирки не выдаются. Перечень семейств. Это зонтичные, сложноцветные, чайные. То есть вот вы должны были гранат, это семейство дербеньковые, чай это семейство чайные, ну и моркови это семейство зонтичные. Цвет исходной вытяжки должны были написать, так ведь? Потом после добавления вытяжки хлорида железа, да?
феррум-хлор трижды, что здесь должно быть сине-фиолетовое, там, а вот у моркови практически не изменяется. Затем должен был добавляться желатин. Должны были указать, какие растворы остаются ли прозрачными, появляется ли муть, не появляется ли. То есть вот здесь на границе капли должно появиться мутный слой, а вот здесь растворы остаются, в принципе, прозрачными. Затем должны были показать наличие фенольных соединений. Фенольные соединения присутствовали в гранате, в чае, в моркови они отсутствовали. Наличие полифенольных соединений, то есть тоже в гранате есть, а здесь отсутствует. Затем должны были из соединений, вот представленные, выбрать шифр фенольного соединения и шифр формулы соединения. То есть вот здесь список соединений, формулы соединения. Ну, что можно сказать? Что здесь должно было быть 9 баллов, по 3 балла за технику работы, 3 балла за выводы. Так, затем здесь представлен плод граната в разрезе. И вы должны были написать, какая из структур содержит максимальное количество лимонной кислоты, и должны были, по-моему, букву Г прибавить. Так ведь? То есть вот здесь. Потом гомогенаты. То есть, ну, нужно сидеть, смотреть, писать. Тут уж достаточно, конечно, сложновато. Ну и анализ ответов выявил ряд типичных ошибок, допущенных участниками Олимпиады. К ним относятся неумение правильно назвать цвет исследуемого раствора. Всем наливаем из одной колбы, а получаем обилие различных вариантов ответов. На протяжении ряда лет присутствует задание, связанное со строением цветка. Не знали строение цветка или уже к 11 классу забыли, и нужно вот обратить внимание на этот вопрос. Обидно терять баллы на таком относительно несложном вопросе. Следует обратить внимание на знание структурных формул пигментов. Здесь достаточно фотографического запоминания, да? Вот здесь. В 5-м задании требовалось объяснить действие хлорида натрия на гомогенат яблока. Ни один из участников не дал верного ответа. Вопрос, несомненно, сложный, но при подготовке к Олимпиаде следует обратить внимание учащихся на то, что если этот этап называется физиология растений, об этом мы узнали перед самым, нужно объяснять суть наблюдаемых явлений с использованием физиологических терминов и понятий. Так, каждый год одна та же проблема. Учащиеся не умеют пользоваться обычной аптечной пипеткой, потому что в оборудовании, если мы посмотрим, должна быть, да, аптечная пипетка, по-моему, да, пузырьки с пипетками, разделочные доски, ножи, терки, чашки Петри. Ну, вытяжки мы готовили заранее. Они пришли уже на готовые вытяжки, готовили вытяжку из моркови, из граната. Так что... Так, ну и генетика. Генетика. Может, вы теперь прочтете, да? Так, станция генетика. Председателем этой станции была преподаватель, кандидат наук Иванкова Жанна Евгеньевна. Первое задание, максимальное количество баллов составляло 5.
нужно было определить гемопоэтические органы и гены гемоглобина. Тут задание пока прочтешь. Да, надо было Очень внимательно, сложно, конечно. читать Вот задание. задание По заданию 1.1 1,5 балла максимум при определении гемопоэтических органов полный ответ не дал ни один учащийся. Не смогли определить на рисунке А, есть у нас этот рисунок, желточный мешок. Не могли определить на рисунке Это А, желточный. желточный мешок. А, вот это. Да. Вот он, желточный. Желточный мешок. Печень определили все, Угу. ну это и логично. Да, да. Красный костный мозг половина учащихся. Потому что, да. Основная ошибка — это вместо красный костный мозг многие писали просто костный мозг, не принимая во внимание, что существует еще желтый костный мозг, который не принимает участие в кроветворении. 1-2 задание 1,5 балла максимум. Задание на определение типа генов гемоглобина. Справилась половина учащихся. Ошибки: вместо генов часть учеников писали продукты генов, белки, или указывали только один ген из двух. В задании 1-3 максимум 1 балл был. Задание на физиологическую адаптацию. 1-3. Так, Это синтез гемоглобина. А вот на физиологическую адаптацию это в задании 1, подраздел 1-3. Сейчас Наверное. найдем. Так, а вот задание 1, задание 2, задание... Так, вот это вот выше, это все в первом задании было. Там подраздел просто идет 1-3. Вот, задание на физиологическую адаптацию. Ага, вот там вопрос сразу под таблицей, обратите внимание, 1 балл максимум. Про полный правильный ответ не дал никто. 3 учащихся объяснили смысл такой адаптации простыми словами о недостатке кислорода у плода при или получением крови от матери. Крови от матери. Вот такие ответы были. В задании 2. Максимум 7 баллов. Задание на эволюцию гемоглобинов. В задании 2.1 различия в нуклеотидах между генами справились 90% учащихся, то есть основная масса. На определение типа эволюционного дерева правильный ответ дали 90 участников, но обоснование они остановили свой выбор на этом типе дерева и не дали ни один из них правильных, да? 2-3. Определение числа серых прямоугольников не вызвал затруднений, справились практически все участники Олимпиады. Определение числа уникальных мутаций справилась половина обучающихся. Основная ошибка — это неверные расчеты. И в 2.5 определение числа эволюционных деревьев справилась треть учащихся. Некоторые даже не приступили, и часть другая сделала ошибки в расчетах. В задании номер 3 8 баллов максимум составляло задание на гемоглобин и его мутации. В 3.1 на определение аминокислот в нормальном и мутантном гемоглобине справилось 80% обучающихся, остальные сделали неправильное определение аминокислоты по таблице генкода. Практически не вызвало затруднений учащихся в подзадании 3.2. Это у нас что? Аминокислоты, какие можно было получить. Встречаются. И последнее, там справились, почему метионин, кодируемый старт-катоном, да, как правило, не учитывался нумерации. Здесь дали полный ответ только один, но в целом справилась основная масса. Основная ошибка — это определение не всех аминокислот давали. Следующее объяснение там по метионину идет. Справились только 2 участников, остальные не приступили. Так, определение частот аллеи не справился 1 участник, соответственно, значит, практически все это задание выполнили. И определение доли больных не справился ни один из участников. Поэтому вот смотрите, тоже по генетике все сложнее и сложнее, поэтому глубже, да, вообще глубокие знания требуются генетики, дополнительные, несомненно. Хотя там в оборудовании, вот, если посмотреть, нужны были только калькуляторы. Потому что вот само задание, посмотрите, это нужно прочесть, вникнуть.
Очень объемное задание. Разобраться, Разобраться школьнику. 45 Потом, минут, да, за 40-45, ну, конечно, никто не торопил. Тут Мгм. уж нужно с филогенетическим деревом гемоглобина разобраться, так ведь? То есть очень объемное, много приходится Мгм. читать. Прочесть, вникнуть и все прочее. Вот такие задания. И если посмотреть по показателям, да, по генетике, Мгм. наверное, самый большой балл это 10 всего лишь. Из 20, Из да? 20, да. Мгм. То есть единственный человек вот на 50% выполнил верно. Ну да, Мгм. потом, ну, сложно тут. Ну что, щепетильный вопрос Да, да, давайте. при апелляции. Ну, давайте про. Ну и, конечно же, про по апелляцию. У нас сегодня 28, да, завтра 29 до января. 17 часов. Если вы считаете нужным подавать апелляцию, но только что мы можем сказать про апелляцию. Мы будем проверять всю. Почему? Ну давайте через 1 минутку, Да, нормально успеваем. это самое. Проверять будем всю линию. Если там кто-то, а большинство из нас лояльно Мгм. относится, понимаете, нам придется уже четко действовать по рамкам закона. Мгм. Так что прежде чем подать и нажать слово апелляция, вы вначале посмотрите, подумайте. Можете вопросы в чате, да, написать, Мгм. как и что. Мы постараемся, конечно, ответить. Но если нет вопросов в чате, Да, то спасибо за большое внимание.